Семья отравилась угарным газом минувшей ночью в одном из домов на улице Белинского. Сперва нехорошо стало домашним животным, потом детям. Взрослые держались дольше всех. Люди не успели уснуть и считают, что во многом благодаря этому остались живы. Нафиса Минязова узнала, что это уже не первый случай отравления газом в этом доме. Сначала животные повалились. Тут собачка вот так начала ходить, а потом дети стали. Затем, рассказывает, плохо стало жене. Глава семейства оказался самым выносливым, но потом поплохело и ему. Мужчина, говорит, сперва и не понял, что происходит. Потом уже решил открыть окна и проветрить помещение и проверил газовую колонку. У тебя и сейчас есть. Я же в первую очередь полез в воздух. Вот. Вытяжку смотрите. Вытяжку. К счастью, в это время никто не спал. И, вспомнив горький опыт соседей, минувшей весной стал звонить в экстренные службы. Газом в этом доме уже травились. Ладно, муж там пришел с работы, они уже вообще в отключке были. Утром пришел там, как говорится. Именно эта соседка, пострадавшая в минувшем году, и выбежала первой в подъезд, почуяв неладное. Мама, что ты так? В прошлом году ее и двоих детей, 10-летнего сына и 17-летнюю дочь, спасли только в реанимации. Теперь боится, что из-за ветхости всего дома беда может прийти снова. Газовики ежемесячно проверяют дом, но делают это, уверяет женщина, не так тщательно, как могли бы. Она уже с прошлого года судится с ними. И напомнила, что 4 дня назад на улице Липатова от отравления погибли 3 человека. Молодая супружеская пара и мать девушки. Спецслужбы вызвали соседи тогда, почуяв неладное. Специалисты приехали в первый раз, когда люди, вероятно, были еще живы, но никаких проблем они не увидели. Я просто увидела скорую, сами вот так. Мы отравились в прошлом году, на реанимации лежали. Вы отравились? Да, всей семьей. В этот раз людей, вероятно, спасло то, что они не спали. Взрослых госпитализировали в 7-ю городскую больницу, детей в ДРКБ. Дома остались только животные. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов.